В эфире информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Лайнер «Князь Владимир» расширяет маршрутную сеть до Сухумского порта. А первый тестовый заход судна в Сухумскую бухту состоится уже этой осенью. Чтобы обсудить вопросы организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Абхазии и России, в республику прибыла российская делегация. В ее составе представители погрануправления ФСБ России и таможенной службы в Абхазии, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, директор Азово-Черноморского бассейнового филиала «Росморпорт» и генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Черноморские круизы». С заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации Захарием Джоевым встретился президент Абхазии Рауль Хаджимба. В ходе встречи обсуждались вопросы организации регулярного пассажирского сообщения между портами Республики Абхазия и Российской Федерации. Наша задача теперь реализовывать все те вопросы, которые были поставлены. Но, в свою очередь, наши ребята, которые занимаются этим вопросом уже давно, пытались решать эти задачи самостоятельно. Первые, во всяком случае, те необходимые работы, которые связаны с самой бухтой, и значительная часть этих работ уже выполнена. Надеюсь на то, что за оставшиеся периоды и остальные мероприятия, которые необходимы, будут реализованы. Что касается наших планов, они, безусловно, будут реализованы. Главная цель моего приезда для того, чтобы убедиться в том, что все готово к тестовому заходу. И, соответственно, со следующего года, с навигации 2020 года, уже организуем на постоянной основе заход. Мне кажется, это совершенно естественным, правильным. Вопрос организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Республики Абхазия и Российской Федерации были обсуждены и на встрече премьер-министра Валерия Абганба и представителей профильных министерств и ведомств Абхазии с членами российской делегации. В ходе встречи были также затронуты вопросы упрощения пограничного контроля прибывающих на лайнере туристов и готовность Сухумской бухты к тестовому заходу теплохода «Князь Владимир». Планируем такой тестовый заход и полная имитация захода судна в Абхазию, о том, как провести все дополнительные другие работы, касаемые пассажиров тоже, чтобы учесть все, допустим, недостатки, которые нужно нам будет исправить уже непосредственно к самому уже коммерческому заходу этого судна в Абхазию. Мы также проработали большой комплекс мероприятий относительно обеспечения транспортной безопасности. И на сегодняшний день мы также этот вопрос обсуждали, уже с абхазской стороны есть определенные наработки, и наши коллеги нам в этом вопросе очень активно содействуют. Чтобы лайнер «Князь Владимир» причалил в морпорту, дно Сухумской бухты должно соответствовать определенным требованиям. Еще в 2017 году в акватории морского порта были начаты инженерные изыскания, которые уже близятся к завершению. Тему продолжит Сарек Варацхелия. Спустя более чем четверть века ситуация с морпортом начинает меняться. Круизные лайнеры снова будут посещать Сухумский морской порт. В скором времени теплоход «Князь Владимир» причалит к берегам Абхазии. «Князь Владимир» – комфортабельный девятипалубный полноценный плавучий отель, в котором есть все необходимое для разнообразного и безопасного отдыха. На корабле могут разместиться почти 1000 туристов и 250 членов экипажа. На борту 360 кают, 4 бассейна с морской водой, спа-зона, 2 ресторана, кинотеатр, детская игровая комната и многое другое. Благодаря соглашению между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и фирмой «Черноморские круизы», подписанному в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, уже осенью этого года лайнер зайдет в Сухумский порт. Была создана совместная рабочая группа, которая на первом этапе поставила цели, необходимые исследования провести. Это инженерно-изыскательские работы, проектные работы. Эта работа проводилась в течение 17-18 года и была практически завершена. И уже в феврале месяце было подписано соглашение. Согласно утвержденному плану у нас планируется заход тестовый в ноябре месяце при условии выполнения всех работ, которые запланированы. И в 2020 году в навигацию 2020 года круизного лайнера «Князь Владимир», это ориентировочно где-то с апреля месяца, будет включен порт Сухум как порт захода для круизного лайнера.
Чтобы лайнер причалил в морпорт, дно Сухумской бухты должно соответствовать определенным требованиям. Акваторию очищают от мусора, проверяют, есть ли взрывоопасные предметы, а также проводят гидрологические исследования. Уже сейчас можно сказать, что дно акватории Сухумского порта в хорошем состоянии. На данный момент в акватории Сухумского морского порта установлена глубина – это приблизительно 5-6 метров, в зависимости от дальности от берега. Значит, планируется провести углубительные работы до отметки 7,7 метров. Также хотелось бы отметить ситуацию по поводу створных знаков. Вы можете видеть их, у нас здесь 2 на причале. Они были восстановлены, и в порте Сухум, значит, обеспечена дневная и ночная круглосуточная видимость. Нами были проведены гидрографические и геодезические виды работ. Значит, были составлены морские паспорта всех причалов и сооружений. Также был произведен подробный отчет рельефа морского дна акватории порта Сухум. Нужно отметить, что для безопасности швартовки и отхода судна госкомпанией «Абхазское морское пароходство» был приобретен морской буксир. Данный буксир оборудован всеми необходимыми средствами навигации, а также системами пожаротушения как в море, так и на суше. Мощность буксира составляет 2000 лошадиных сил, что позволяет нам беспрепятственно осуществлять все швартовые операции. Генеральный директор организации «Черноморские круизы» Виктор Глуховченко, приехавший в республику, чтобы обсудить вопросы организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портом Абхазии и Российской Федерации, посетил Сухумский морпорт и ознакомился с проделанной работой. Цель нашего визита – это обсуждение дорожной карты, которая была подписана в рамках соглашения о организации круизного сообщения в порт Сухум навигацию 2020 года. Мы осмотрели, что на данный факт уже сделано и что еще предстоит сделать. На данный момент видим, что сворные знаки навигационные восстановлены, также отбойное устройство на причал навешено. Остается только закончить углубительные работы. Круизный лайнер «Князь Владимир» будет заходить в Сухум в месяц 1 раз, а в будущем, возможно, и чаще. Сария Гварацхеля, Руслан Орлов, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Депутат парламента Алмаз Джапо собрал журналистов. На организованной им пресс-конференции он рассказал о парламентском расследовании, которое велось в отношении РУП «Черноморэнерго». Как известно, Алмаз Джапо возглавляет парламентскую комиссию по данному расследованию. На прошлой неделе в социальных сетях появилась новость о том, что в одном из районов Сухума сошел оползень. Люди публиковали фотографии с места происшествия с соответствующими пояснительными записями о подробностях случившегося. Наши корреспонденты решили выяснить, что именно произошло и каковы последствия происшествия. Репортаж Амелии Бисмарк. 15 часов дня. Это время запомнится жителям домов по улице Санчарская надолго. В солнечный полдень, когда ничего не предвещало беды, здесь произошел масштабный оползень. Сошедший грунт потянул за собой в образовавшийся котлован гаражи, а на фундаменте расположенного рядом дома образовалась трещина. Сотрудники МЧС эвакуировали людей. Однако первые признаки неладного жители стали фиксировать на камеру на день раньше. Уже 11 числа на верхнем слое почвы были заметны трещины, рассказывают очевидцы случившегося. Вышла из дома, подошла к своему гаражу, и там уже появилась небольшая трещинка. Земля опустилась, мой гараж еще как раз держится, но он уже не способен. Звонок с сообщением о том, что в районе улицы Санчарская произошел серьезный оползень, сотрудники МЧС получили днем 12 августа. Бригада прибыла на место в течение 6 минут. К месту прибытия было обнаружено, что произошел оползень, частично обрушились гаражи. Нами была принята эвакуация людей. 4 семьи были поселены нами в гостинице «Интерсухум», остальные поехали к своим родственникам переждать это время на время проведения работ дополнительных. Службы мониторят ситуацию, работы проводятся по укреплению грунта, чтобы дальше не происходили оползни. Со слов специалистов, грунт, который дал осадку дальнейшего продвижения, его не наблюдалось за эти дни. Были поставлены датчики, которые не показали никаких изменений, так что со слов специалистов никакой угрозы нет. Жильцы в данное время возвращаются в свои дома.
Как выяснилось, оползень стал следствием несанкционированной стройки, ответственен за которую оказался некий гражданин Георгий Джопо. Предприниматель планировал открыть станцию для мытья автомобилей, но не посчитал необходимым согласовать проведение работ со столичной администрацией. Об этом нашей съемочной группе рассказывал глава столичной администрации Адгур Харази. Он обращался, мы посоветовали ему обратиться в суд, потому что там числится строение, старое строение. После того, как суд, если примет решение, что можно будет ему дать, спишет это строение, тогда только он должен был обратиться с заявлением о выделении этого участка. И тогда начинаются геологические работы, выезжают туда археологи с землеустроителем, с геологом. Они должны провести работы, и только после проведения этих работ они дают заключение, можно ли там что-то делать. Но не получив выделение земли, разрешение на строительство, он начал проводить там работы. И вот результат. В отношении нарушителя будут применены санкции. Однако Джопо уже взял на себя финансовую ответственность за устранение последствий чрезвычайного происшествия. Этим занимается прокуратура. Она собирает сейчас документы. Но главное там вообще юридически они обязаны его заставить профинансировать все эти потери, но он сам обязался это все сделать, он сам договорился со строителями, и он сам на сегодняшний день все оплачивает. Сейчас на Виеме в экстренном режиме работают специалисты строительной компании МДДД. В сжатые сроки ими был выполнен большой объем работ. Главное, чтобы ситуацию не осложнили осадки. Забурили буронабивные сваи, 6 метров глубиной забурили, опустили, значит, арматурные каркасы, потом мы залили ростверк, 1,5 метра шириной, метр высотой. Естественно, все это армируется как положено и так далее. И вот так вот мы начали подниматься вверх. Теперь 3 заливки мы уже выполнили. Сейчас 4-ю заливку выполним и высоту мы наберем, нужную нам высоту. Потом, значит, за стенкой мы будем отсыпать пазухи и так далее. Тем самым угроза оползня, обвала, я думаю, что будет ликвидирована. На месте работает тяжелая техника, а жители улицы Санчарская вернулись в обычный ритм жизни. По счастливому стечению обстоятельств этот экстренный случай не повлек за собой человеческих жертв. В назидание всем потенциальным застройщикам глава Сухума Адгур Харази напомнил. Процедура согласования своего проекта со специалистами столичной администрации важна не только с формальной точки зрения. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение. А я еще раз возвращаюсь к теме пресс-конференции депутата Алмаса Джопуа. Он рассказал журналистам о парламентском расследовании, которое велось в отношении РУП «Черноморэнерго». Как известно, Алмаз Джопуа возглавляет парламентскую комиссию по данному расследованию. О том, что стало поводом для встречи и что сообщил журналистам депутат, расскажет Алик Атрапш. По словам Алмаса Джопуа, на днях должно было состояться заседание сессии парламента, где и должны были вынести на обсуждение заключение парламентского расследования по делу Черноморэнерго. Однако, как отметил депутат, заседание не состоялось, что и послужило поводом для встречи с журналистами. Вчера была назначена сессия, и был план представить его на сессионном заседании парламента. И утром вдруг обнаружилось, что заседание отменяется по неизвестным причинам. Конечно, это было непонятно. Я обратился к руководству парламента с вопросом, а когда все-таки это должно состояться. Мы не нашли взаимопонимания с руководителем парламента, должен вам сказать. Алмаз Джопуа отметил, что во многом его ограничивает закон о парламентском расследовании. Именно по этой причине итоговые документы парламентского расследования по делу Черноморэнерго журналистам представлены не были. Также не были названы фамилии участников коррупционных схем, которые, как отметил Джопуа, уже долгие годы внедрены в работу Черноморэнерго. Кроме того, по словам депутата, в ходе расследования также был выявлен ряд грубых нарушений. Нет и не могло бы быть объективно подтвержденных документальных и технических данных о том, что 40% вырабатываемой в Ингургес электроэнергии поступало именно в распределительные сети Абхазии. Республика Абхазия все еще остается частью энергосистемы Республики Грузия. И в момент необходимости дополнительного перетока энергии на территории Республики Абхазия могут осуществляться только на основании договоренности российской и грузинской стороны.
Дополнительным подтверждением данного обстоятельства является также информация, полученная от руководителя ООО «Гуригес Мибони», о том, что именно грузинская сторона производит расчеты из закупки энергии в Российской Федерации. Фактически на объекты электроэнергетики, находящиеся на территории Республики Абхазия, распространяется грузинское законодательство. На счетах установлены грузинские пломбы. Отражена грузинская символика, надписи составлены на грузинском языке. То есть в нарушении законодательства Республики Абхазия и Конституции Республики Абхазия часть территории страны, находящейся в распоряжении ООО «Гуригес», фактически находится под юрисдикцией Республики Грузия. Там не действуют абхазские законы, там действует грузинское законодательство. А руководство Республики Абхазия, руководство РУП «Черноморэнерго» в нарушении законодательства и Конституции не предпринимают попыток пресечь данное нарушение закона и принять на баланс Республики Абхазия неучтенное государственное имущество. После выступления Алмаса Джапо у журналистов была возможность задать вопросы. Однако некоторые журналисты, посчитав, что депутат не дает конкретных ответов на поставленные вопросы, а также, что сама встреча выходит за рамки пресс-конференции и больше напоминает встречу с избирателями, покинули ее. На вопрос журналистов, почему на встрече не присутствует руководитель РУП «Черноморэнерго», депутат ответил, что он не был приглашен. Ну как вы думаете, предположим, вы преступника, которого обвиняете в преступлении, он вам признается, просто он скажет: да, это был я, это я украл из казны деньги? Вы такое когда-нибудь видели? Или он вам скажет: вот да, в этом разберутся, не мы с вами разберемся, чтобы вы знали. В этом должна разбираться не на основе наших с вами разговоров, в этом должны разбираться прокуратура и суд. Что действительно является предметом, я действительно призываю, пожалуйста, в судебном порядке, в том числе, если я кого-то оклеветал, в судебном порядке, привлекать меня к ответственности и все остальное. Никаких вопросов. Депутат парламента Алмас Джапо отметил, что собранные в ходе парламентского расследования материалы будут переданы в компетентные органы. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. 15 августа на сцене Государственного русского театра состоялся 5-й юбилейный концерт музыкального проекта «Гранд Опера Гала». В этом году зрителям представил оперный спектакль «Богема». В зале гаснет свет, и все зрители переносятся в далекий 1930 год. События разворачиваются в латинском квартале Парижа. В небольшой мансарде по вечерам собираются 4 друга – поэт, философ, музыкант и художник. У каждого из них своя история. Опера повествует о жизни молодых и очень талантливых людей, которые независимы, полны надежд, однако живут очень бедно. В честь юбилейной даты, а именно 5-летия проекта «Гранд Опера Гала», организатором Саидом Габечи был изменен формат концерта. На этот раз зрителям представили полноценный оперный спектакль Джакомо Пуччини «Богема» с участием оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации. «Богема», потому что я считаю, что эта опера понятна каждому человеку, потому что это очень простая история любви, которая наполнена драматизмом, и в этом и комедия присутствует, и при этом такая сильная драма. Специально для постановки «Богемы» в Абхазию была приглашена режиссер Красноярского театра оперы и балета Мария Тихонова, которая сразу же согласилась взяться за работу, несмотря на сложность произведения и сжатые сроки. Я первый раз в Абхазии. Для меня это, конечно, море впечатлений новых и эмоций. И, конечно, эти все эмоции, они передались из моего сердца в эту прекрасную оперу Джакомо Пуччини. Я очень счастлива, что Саид позвал меня. И у нас получилась такая слаженная команда. Сюжет спектакля заимствован из популярного французского романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». В его основу легла история любви поэта Рудольфа и белошвейки Мими. Поэт долго пытается найти путь к сердцу девушки, и в конце она дает свое согласие. Но их счастье длится недолго. Героиня умирает. Роль Мими исполнила солистка Абхазской государственной филармонии Нана Черкезия. Люблю эту партию, это красивая роль, но она очень большая и очень сложная. А я как раз заканчивала, у меня сессия в аспирантуре. Я говорю: Саид, я не знаю, как я это успею выучить, потому что очень мало времени. Я выучила эту партию вот сейчас за месяц.
Главные роли в спектакле также исполнили Александр Мурашов, Альдона Цкуа, Алхас Ферзба, Саид Габечи. В очередной раз молодые и талантливые оперные певцы подарили зрителям незабываемый вечер классической музыки. В этом году это богема, это совершенно новая, совершенно необычная для нас, для зрителя. До этого это были концерты, а сейчас это целая постановка с молодыми, талантливыми российскими, в том числе исполнителями. Огромное спасибо Саиду, огромное спасибо всей труппе. Проект, который мы видим сегодня, опера «Богема», я считаю, это определенный прорыв для культуры Абхазии, для культуры Сухума и, в принципе, для международной культуры. Каждый год музыкальный проект «Гранд Опера Гала» радует зрителей новыми постановками и выступлениями талантливых артистов. Генеральным спонсором проекта является сотовая компания «Агвафон». По традиции наша компания выступает генеральным спонсором данного мероприятия, и мы искренне рады быть частью этого мероприятия. Впервые премьера оперы Джакомо Пуччини «Богема» состоялась 1 февраля 1896 года в Туринском театре. Сегодня это одна из самых исполняемых опер в мире. И вот теперь знаменитое произведение итальянского композитора исполнено в этом году и в Абхазии. Сария Гварацхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Центральная избирательная комиссия сообщает, что граждане Абхазии, не прописанные на территории республики, принимают участие в выборах президента Республики Абхазия на основании паспорта гражданина Республики Абхазии и удостоверения на право голосования. ЦИК Абхазии на основании письменного заявления избирателя выдает удостоверение на право голосования лично избирателю. Для его получения гражданам необходимо до 25 августа 2019 года включительно обратиться в Центр избиркома, расположенный по адресу город Сухум, улица Конфедератов, 37. Абхазское телевидение продолжает дополнительные прямые эфиры с кандидатами в президенты и вице-президенты Абхазии. Сегодня в 21 час начнется прямой эфир с кандидатом в президенты Артуром Анкваб. А сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами умеренный дождь, переходящий местами в ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 25-30 тепла. Температура моря плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.